Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас. Второй день у нас продолжаем работу международного методического семинара «Эффективный учитель для эффективной школы». И мы рады приветствовать вас на информационной сессии «Компетенции 4К и функциональная грамотность. Виртуальный методический кабинет как средство для профессиональной поддержки современного учителя». В рамках работы нашей информационной сессии, я надеюсь, у нас пойдет сегодня без сбоев. Итак, я напоминаю, что в рамках нашей информационной сессии вы можете задавать вопросы, только просим это делать во вкладочке «Вопросы». Кроме того, у нас на платформе семинара есть возможность, если, мало ли, вы не успеете в рамках именно сессии задать вопрос спикеру, вы можете это сделать в любое время в рамках работы семинара, и, соответственно, спикеру эти вопросы будут перенаправлены, и он ответит вам в удобное время. Единственная просьба, когда будете задавать вопросы на платформе, то, пожалуйста, указывайте контактную электронную почту для того, чтобы мы могли в дальнейшем вам направить ответ. Я готова передать слово нашему спикеру. Работать мы сегодня будем с Мариной Ефимовной Вайндорф-Сысоевой, доктором педагогических наук, доцентом, профессором кафедры технологии и профессионального обучения Московского педагогического государственного университета. Марина Ефимовна, добрый день. Второй день вы с нами. Вчера ваш доклад вызвал бурное обсуждение, коллеги спрашивали, очень много вопросов задавали сегодня в том числе. Марина Ефимовна, здравствуйте. Во времени я вас, вас слышно, во времени я вас не ограничиваю. Я напоминаю, что нам интереснее, конечно, услышать федеральных экспертов. Ну и если останется время, то, соответственно, я расскажу про нашу платформу. Вам слово. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Это прекрасно работать с заинтересованной аудиторией, особенно сегодня, когда каждый из нас нуждается в таком, мне думается, внимательном и заботливом отношении в условиях полного погружения. Давайте мы с вами договоримся так. Если у вас будут вопросы, вы, пожалуйста, пишите, потому что это очень важно. Вопросы помогают ощущать, что мы с вами в одной лодке плывем, что мы вместе, что вы слушаете то, о чем я говорю. А тема действительно интересная, потому что на самом деле методические службы, они были очень хорошо развиты и на сегодня в традиционном формате. Где-то они работали лучше, где-то они работали менее качественно. Но сегодня мы с вами поимели абсолютно другие возможности. И я решила посмотреть на эти возможности с тем, чтобы с вами поделиться. Вот такая вот интересная картинка была представлена одной из моих магистранток. Она, конечно, компилированная. Я в нее добавила человечков, так это окошко ожило. Но сегодня мы действительно на мир смотрим вот таким образом, через вот эту уникальную паутину. И от того, какой будет эта паутина, насколько она будет познавательной, насколько она увлекать будет наших обучающихся, зависит, конечно, от нас, учителей, от нас, преподавателей. Тема, заявленная сегодня на конференции, на этом международном семинаре, она достаточно серьезная и достаточно, на мой взгляд, позитивная, потому что многие из нас, в принципе-то, этим занимаются. Иногда бывает так, что мы просто не знаем, как это называется правильно. И вот эти 4К компетенции 21 века, они в каждом из нас живут каким-то уникальным образом. Почему? Потому что когда мы работаем в среде дистанционного, в среде вот этой дистанционной, в новой среде, имеющей безграничные возможности, мы развиваем коммуникацию. И это очевидно, без этого просто практически организовать процесс обучения нельзя. Так как мы живем совсем в другом сегодня пространстве, в другом мире, который как из рога изобилия поставляет нам информацию разного качества, абсолютно разного, информацию в разном виде, то понятное дело, что очень важно принципиально понимать,
какая из этой информации истинная, какая ложная, какая информация научная, какая околонаучная и так далее. То есть мы вынуждены в том числе развиваем критическое мышление. Работаем мы сегодня в команде. Я, выступая вчера, говорила, что, конечно, когда создается ресурс группой авторов, он может быть круче, он может быть интереснее, он может быть насыщеннее, потому что каждый из нас тем или иным образом вносит в содержание какие-то изюминки, какие-то инновации себя как личность. И поэтому такой ресурс становится богаче. Ну и креативность, ее никто не отменял, ведь если есть вещи, которые в традиционном формате мы не могли использовать, то сегодня, чтобы представить свою работу, мы просто вынуждены креативить, вынуждены думать совсем по-другому. Поэтому мне думается, что эти компетенции – это просто образ жизни, который вдруг резко изменился, и теперь мы больше внимания обращаем именно на них. Ну вот для того, чтобы понять, чем должна заниматься методическая служба, я для себя всегда начинаю размышлять так. А что нужно преподавателю? Вообще, какая нужна помощь? Потому что, ведь знаете, самое последнее навязывать что-то, то, что не востребовано или не нужно. У меня такое желание есть всегда организовать процесс таким образом, чтобы тот, кто пришел в мою аудиторию, ощутил необыкновенное желание учиться, думать, прирастать. Это человек, который не просто работает по книжке, а тот, кто заботится о тех, для кого предназначен сам процесс. Поэтому первая проблема для определения состава, структуры виртуального кабинета – это определение дефицитов, то есть тех проблем, которые на сегодняшний день волнуют каждого нормального учителя. И вот у меня есть несколько таких исследований, которые показывают, что учителю сегодня необходимо как воздух понимание вот этих инструментов, которые мы с вами используем, но не просто как факт, а понимание дидактических особенностей, то есть на что способен инструмент. Ну вот, например, мы с вами работаем сегодня на платформе Профми. Какие имеет она возможности? Здесь можно читать лекции, здесь можно, например, проводить лекцию вдвоем, здесь можно проводить опросы, здесь можно изучать работы обучающихся, которые они могут нам представить. Пожалуйста, вот вам дидактические задачки. Или, допустим, мы возьмем платформу Zoom. Она качественно отличается от Proofme, но у нее и другие задачи дидактические решаются. То есть нам важно понять, есть ли дефицит в понимании возможностей. И это одна история. Или, например, дистанционное обучение – это обучение, которое в своем арсенале львиную долю занимает по организации самостоятельной работы. То есть большая часть работы выполняется обучающимися самостоятельно. Я считаю, что дистанционно работа может быть организована коллективно. Ну, например, вот мы сейчас с вами работаем коллективно. Я вам рассказываю, у вас есть возможность задавать мне вопросы, и я работаю на коллектив слушателей. У платформы есть другие особенности. Допустим, я могу дать работу обучающимся, которые будут работать тоже на платформе такого типа, но в группах. То есть это будет самостоятельная, но групповая работа. Можно дать работу, которая будет самостоятельная, индивидуальная. И здесь нужно понимать, как организовать работу самостоятельно. Это тоже может быть дефицитом. Например, мы с вами живем в открытом мире. И если раньше наш вопрос мог быть переадресован или в своем методическом сообществе, или каким-то близким коллегам из другой школы, с которыми мы встречаемся, или из ПО, или из вуза, то сегодня мы оказались открытыми всему миру. То есть мы можем найти такого коллегу, такого соратника на просторах Вселенной. Ну и, наконец, вопрос, который касается предметной подготовки и переподготовки. Вы знаете, как показала практика, это самый болезненный вопрос для учителя. По логике вещей, имея диплом, ты уже должен предметным содержанием владеть. Но, как показывают исследования, вот в Калининграде, когда демонстрировали результаты работы учителей
на своеобразных экзаменах, то там было совершенно понятно, что математика и русский, которые тестировались, они на очень низком уровне в учительской среде. То есть учителя многие не могут решить какие-то задания там, высокой сложности, например. И это проблема. Но как в этом признаться? Знаете как, я сразу очень часто вспоминаю случай. Я однажды была на занятиях с лицами 50+, с пенсионерами. Но у меня была задача помочь преподавателю, помочь организовать процесс. То есть я учила, как работать с пенсионерами, а не как сам процесс организовать. Я не имела возможности помогать этим обучающимся. Вот я сижу в уголочке в классе, сидит одна бабулечка такая, сначала очень активно смотрит на экран, жмет кнопочки, это компьютерная грамотность была, а потом она зависла и вот такая сидит, вся себя интеллигентная, ничего уже не понимает, ничего не делает. И я тогда тихонечко наклоняюсь и говорю: а вы поднимите руку, задайте вопрос преподавателю. А она так повернулась ко мне и с укором говорит: что? Чтобы все узнали, что я что-то не знаю? Понимаете? И вот учитель сегодня, замыкаясь в себе, ведет себя, как вот эта бабулечка. Потому что если мы друг другу не поможем, мы с вами не сдвинем процесс организации обучения в новых условиях. Поэтому один из дефицитов – это, на мой взгляд, дистанционное наставничество. Есть другая проблема, которая не менее важная, например, это навыки, которым мы должны обучать наших учеников. Ведь сегодня совершенно понятно, что невозможно, например, научиться всему. Ну, знаете, как раньше было, когда мы готовили обучающихся впрок. И поэтому сегодня мы говорим о гибких навыках, то есть о тех навыках, которые мы можем у учащихся формировать для познания, которые быстро очень изменяются. Ну, например, если применительно к нам, к преподавателям, вот есть контент, который, например, мы с вами можем отдать обучающимся на изучение самостоятельное, а есть контент, без которого мы не можем дальше пустить учеников учиться. И вот это как раз-таки один из гибких навыков – умение разделить ответственность. Когда мы возьмем на себя то самое сложное, что нам необходимо объяснить ученикам, и то, что они могут самостоятельно изучать, имея нашу четкую инструкцию, а в дистанционном обучении без этого невозможно, они не смогут этого сделать. Вот этот гибкий навык, его в себе надо формировать. Или, например, когда у нас есть 45 минут урока или 1,5 часа, и мы четко, знаете как, преподаватели уже на таком на подсознательном уровне, понимаете, осталась 1 минута, осталось 3 минуты. А теперь оказалось, что время гибким стало, оно безграничное. Как Марина это время Евгеньевна, можно реализовать? Марина Евгеньевна, я прошу прощения, я прерву. На гибких навыках прервалась трансляция. У нас тут грозовое предупреждение, наверное, из-за этого. Поэтому, пожалуйста, мысль свою начните с гибких навыков, хорошо? Потому что дистанционное наставничество, все было хорошо слышно. Вы сказали, важно развивать гибкие навыки. Хорошо, хорошо. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Значит, смотрите, какая интересная вещь. Мы должны у обучающихся формировать гибкие навыки. Почему? Потому что сегодня невозможно обучать впрок. Вот нельзя научить всему. И люди, энциклопедисты, ученики, они крайне редкие. И даже признаются, что сегодня невозможно все освоить. Поэтому это такой очень важный момент, который мы должны с вами осознать. Что это значит? Это значит, мы должны понять, а мы владеем как учителя такими гибкими навыками. Вот это новая возможность, которая вызвана временем, вызвана образовательной ситуацией, открытостью, глобализацией, обилием ресурсов. У нас она сформирована. Понимаете, мы с вами, как преподаватели, как учителя, сами часто этим не владеем. Я вот привожу такой пример, когда нам нужно разделить ответственность. Нам нужно понять,
какой учебный материал я могу или я должна объяснить, а какой учебный материал я могу отдать на самостоятельное изучение. И вы знаете, это очень интересно, потому что мы на эту тему с преподавателями на курсах повышения квалификации много работаем. И первая версия такая: я должен все сам объяснить. То есть мы не готовы делиться такой ответственностью. А это гибкий навык, это умение понять, что может ученик сделать, а что не может. Это одна сторона медали. Распределение времени. 45 минут мы с вами четко понимаем, зашел и знаешь, как и что сделать. А теперь мы говорим: нет, это невозможно. Вот 45 минут смотреть глаза в глаза или 90 минут – это великая проблема. Это неправильно организованное учебное занятие. И здесь опять должен быть гибкий навык, которым мы должны владеть. Как организовать процесс? Где работать глаза в глаза? Где организовать самостоятельную работу для учеников? Где организовать групповую самостоятельную работу? И так далее. То есть смотрите, как интересно. Вот этот гибкий навык, который мы должны формировать у обучающихся, мы должны сами научиться этим навыкам, овладеть этим навыком. И это тоже такая серьезная проблема, в которой может помочь нам методическая служба, потому что в противном случае мало что мы с вами сделаем. Вот такая вот интересная история. То есть я, пытаясь понять, что из себя представляет, например, виртуальный кабинет методический, все время думаю над тем, а зачем нам вообще это нужно и какие мы можем получить от этого профессиональные дивиденды. Ну и, конечно, у меня появилась такая интересная картинка, идея, с которой я с вами хочу поделиться, потому что сегодня я работаю в этом плане в системе повышения квалификации, и мне думается, что такой виртуальный методический кабинет, он имеет право быть, имеет право жить, потому что мы нуждаемся вот в такой организованной помощи. И он может быть организован на взаимосвязи не только просто одной организации. Ну вот сейчас у меня такая картинка красивая, я нарисовала ее, она почему-то пока не открывается. И я себе предполагаю, что в этом виртуальном кабинете может быть очень много разных возможностей. Так, я вот думаю, открылось у вас или не открылось, открылся 7-й слайд, потому что он здесь такой красивый. Ну, буду рассказывать, может быть, и откроется. Смотрите, какая интересная вещь. Когда мы с вами, вот он, когда мы с вами говорим о виртуальном кабинете, мы предполагаем, что это есть большой пул специалистов, готовых с нами, как с учителями, с преподавателями сотрудничать. И вот этот кабинет виртуальный, он может быть как глобальным, региональный, например, кабинет, так и школьным, локальным, так и межшкольным. Но что важно, какие важно завести там странички и какие важно выполнять там функциональные или восполнять функциональные возможности. И спасибо, Светлана Александровна. И в то же время помогать учителю в этом мире правильно ориентироваться. Ну а теперь давайте мы посмотрим на каждую из вот этих вот вкладочек. Вы же понимаете, что их может быть гораздо больше. Но я размышляю над такой проблемой. Вот если совсем много, будет ли мне удобно? Мне нет. То есть каждая часть, каждый компонент виртуального кабинета. Спасибо, Наталья Николаевна, так и буду делать. Каждая часть вот этого виртуального методического кабинета, она будет работать на определенную задачу. И смотрите, что интересно, каждая часть виртуального методического кабинета может иметь своих авторов, своих наставников, своих слушателей. И этим будет уникально. И если мы говорим, например, о родительской гостиной, то мы можем предположить, что здесь могут быть кружки по интересам.
Или, например, вот сегодня такая архиважная ситуация, когда каждый из участников образовательного процесса, это администрация школы, учителя, родители, дети, они вдруг стали думать, а хороший процесс идет или нет, а правильный процесс или нет. То есть возникла серьезная проблема. И ее можно решать только общими силами, и я скажу об этом, что я думаю. Ну, давайте 8-й слайд, давайте мы посмотрим, а что же это такое за новостная страничка в виртуальном методическом кабинете. Мне думается, что это та страничка, где мы можем публиковать новости региональные, федеральные, они могут изменяться, ведь бывает очень сложно найти тот инструмент, те инструкции, и потом ведь учитель и времени-то на это не имеет. Мне всегда хотелось, чтобы это было разделение ответственности. Кто работает с документами, он дает рекомендации, и вот здесь подвешивает, что учителя могут почитать. И автоматическая рассылка пойдет тем, кто подписан вот на эту страничку новости образования. Это могут быть какие-то посиделки по новостям в мире, потому что сегодня учителя из разных точек мира встречаются с другими учителями из других стран для того, чтобы обсудить эту проблему образования. И она оказалась одинаково важной во всех точках мира. Вы знаете, что нет страны, где бы сказали: ой, как все у нас хорошо получилось. Все размышляют над тем, где взять компьютеры, как учить детей, как быть с теми, у кого нет компьютера. А вот, например, может ли иметь право на жизнь задание «нарисуй слайды»? И оказывается, может, потому что сегодня есть дети, у которых нет техники, им не на чем сделать эту работу. Но получив такое задание разными способами, он все равно выполняет и делает. То есть это вот такая вот страничка. И мне, конечно, видится на этой страничке новости региона или района как самые важные, где постоянные там разницей раз в месяц или раз в 2 недели, это зависит от региона, крутятся виртуальные мастерские, где учителя делятся своим опытом. Следующий слайд, пожалуйста. Так что это вот такая работающая страничка, которая позволит нам знать о всех новостях. Следующий любопытный опыт. Вот почему мне захотелось поиметь такую страничку. Потому что все знают, что такое открытый урок. И все знают, как к нему готовиться. Ни для кого не секрет, что иногда готовят и детей к этим урокам. И, в общем, это уже не урок, а это просто какой-то спектакль. А мы сегодня с вами в ситуации глобальной открытости. И я тоже вчера об этом говорила, потому что открытость – это уникальное свойство вот этой цифровой образовательной среды. Но ведь смысл педагогической в этой открытости не просто в том, чтобы быть открытым, а смысл в том, чтобы понять, вот я так делаю, насколько это эффективно. Может быть, кто-то это делает по-другому, есть какие-то нюансы. И вот здесь можно ходить друг к другу в гости, вешать ссылочки, приглашать. И не обязательно приглашать на весь урок или весь день, а можно, например, написать, что вот я провожу, допустим, опрос с помощью там какой-нибудь программы Quizlet. Кто желает, приходите, посмотрите, обсудим, как еще это можно сделать более эффективно, более познавательно. И написать с 10 до 10:30 и дать такую ссылочку. А потом собраться на вечернем марафоне каком-нибудь и обсудить. И вот это «ходим в гости», оно позволит каждому из нас, во-первых, свою значимость повысить, во-вторых, понять, как сделать лучше и эффективно. Такие же предметные встречи могут быть по дисциплинам, по содержанию. Или, например, мне очень нравится, я сейчас часто провожу профессиональные воркшопы, когда мы на проблему смотрим с точки зрения науки. Это не значит, что мы какие-то там термины изучаем или научные подходы, но мы анализируем разные процессы, разные исследования с задачей найти возможность для применения. Потому что для меня, например, всегда важно, чтобы лекция, которую я читаю, она была практикоориентированной. То есть обучающийся бы понимал, ему это зачем. Или преподаватель, который пришел ко мне на курсы.
То есть ему это зачем? И вот на таких профессиональных воркшопах можно получить очень много информации. Следующий слайд, пожалуйста. Это тоже такая любопытная гостиная. Сюда ученых можно приглашать из вузов, преподавателей, которые бы рассказывали об этом. Ну, конечно, мы не можем обойтись без дидактической мастерской. У нас есть много учителей в школах. Я не боюсь об этом говорить. Много учителей, много преподавателей в вузах, которые не имеют педагогического образования. Этот вопрос очень много раз обсуждался. Кто-то говорит, пусть идут все работать, кто-то рассказывает, вот у нас это так замечательно без педобразования. Но на самом деле педобразование, оно ведь нужно не для того, чтобы у тебя была корочка, а для того, чтобы ты понимал, каким образом можно передать информацию, как сделать, чтобы проверить, как эта информация усвоена, как можно проверить знания, как можно организовать одну, вторую, третью работу разного вида. Вот для этого нужны знания педагогики. И это, знаете, к сожалению, это даже не те знания, которые мы в педагогическом университете получаем. Это нечто особенное, потому что сегодня совсем другая дидактика. И вот мне думается, что должна быть такая мастерская. Может быть, это профессиональные учителя, может быть, вы кого-то приглашать сюда можете из других вузов, но именно практикоориентированная. Цифровая дидактика – это тоже новые направления в развитии. И цифровые ресурсы. Но я для себя написала, что цифровые ресурсы, например, по запросу. Потому что я не вижу смысла изучать вообще просто все цифровые ресурсы. Я думаю, что может быть, например, мастерская цифровые ресурсы для проверки знаний. Или цифровые ресурсы для передачи информации. Ну и так далее. То есть вот это вопрос, который, он очень сущностный, очень значимый и должен быть понимаемым для организации. Но это неотъемлемая часть вот этого методического кабинета. Следующий слайд, пожалуйста. Поэтому это такая научная подоплека, важная, которая только может помочь нам в повышении качества учебного процесса. Ну, сегодня мы опять говорим о родителях. И вы знаете, я думаю, что выигрывают те образовательные организации и школы, которые родителей приглашают не только для просвещения. Я всегда говорила и своим студентам, и сегодня говорю учителям, что родители приходят на собрание не для того, чтобы узнать, какой у него хороший ребенок или плохой. Это, правда, отдельная тема для разговора. Но вот я бы, например, организовала родительскую гостиную, где бы организовывала какие-то посиделки с родителями, решала бы с ними какие-то интересные ситуации, что-то бы руками с ними делала. Причем это может быть ведь параллельно. Дети учатся, а с родителями вы работаете. И можно тогда из этих родителей вынимать ту кладезь, которая впоследствии может стать, и как такой родитель может стать организатором кружковой работы, например. И это может быть очень полезно. И, конечно, обязательно просвещенческая гостиная, потому что очень много родителей делают, не понимая процессов. И когда они не понимают, они, соответственно, совершают очень много ошибок. Мне думается, что это такая очень интересная штучка для работы с родителями. Следующий слайд, пожалуйста. Вообще это сегодня очень интересно со слайдами, но неважно. Теперь мне думается, что учителя тоже между собой должны общаться просто так. Потому что мы ведь люди, и если мы не имеем другой жизни, кроме как для организации обучения, подготовки к учебным занятиям, то мы очень быстро сгораем. Ирина Ефимовна, вы пропали. Марина Ефимовна. Наверное, как сегодня действительно пошутил Борис Валентинович, в пути пропадает у нас интернет по дороге с Москвы. Марина Ефимовна, попробуйте еще раз подключиться, потому что действительно тема интересная и важная. Марина Ефимовна, попробуйте обновить страничку и зайти заново.
Да, мы тоже видим, что плохая связь. Коллеги, приносим извинения за технические сбои. Марина Ефимовна, Так, удается плохо. А подключиться? сейчас есть связь? Ага, все. Хорошо. Следующий слайд, пожалуйста. То есть мне думается, что вот в этой Да, виртуальной есть, все, мы вас мастерской слышим. Мгм. можно задумываться над учителем тоже. Смотрите, еще какой очень интересный вопрос, который мы можем поднимать. Это обычная гостиная. И вот в этой обычной гостиной мы можем с вами заниматься и, конечно, с внешними гостями. Мы можем приглашать экспертов, давать слово профессионалам, мы можем делать какую-то открытую мастерскую. Вот мне думается, что очень интересно получилось с мастерской, которая будет завтра, когда мне сказали, что можно сделать видеозаписи, вы их подвесили в классе, и каждый учитель, каждый участник этого семинара может войти и посмотреть. Мне думается, это очень интересная версия, потому что в удобное время можно посмотреть профессиональное видео. И вполне вероятно что-нибудь для себя найти. Поэтому это тоже очень интересная история. Пойдемте дальше. Следующий слайд. И этот следующий слайд будет нам говорить об очень интересных вещах, потому что это тоже страничка нашего виртуального кабинета методического. Вот смотрите, я, включая в обзор или включая в компоненты виртуального методического кабинета вкладочки, я предполагала сразу о том, каким содержанием можно наполнить. И поделюсь с вами следующими своими идеями. Например, есть достаточно большое количество специалистов, но оно может быть не такое громадное, но достаточно большое, которое сегодня открыто для пользователей, открыто для нас. Это люди, которых мы можем приглашать и вести семинары, проводить марафоны, мастерские, читать лекции. И не обязательно в большинстве случаев они занимаются, например, и волонтерской деятельностью. Вот когда случился вот этот коллапс, и мы все ушли на полное погружение, то мы с магистрантами в течение месяца проводили марафон. И я просто всех ребят собрала и сказала: надо. А они у меня профессиональные, сильные, мощные. И каждый из них выбрал время и день и проводил какой-то семинар или проводил мастерскую бесплатно, открыто. И сегодня можно эти мастерские посмотреть, если набрать в поисковой строфе «Марафон Магия», то вы можете найти ссылочку на лендинг, где теперь висят все записи вот с этого марафона. Он, конечно, был учебный, кто-то вообще впервые в жизни делился своим опытом, но он достаточно интересен. И вот такая цепочка эффективности от человека к человеку, она может очень здорово помочь каждому из нас вот именно через организацию таких встреч в виртуальном методическом кабинете. Следующий слайд – это другая возможность. Смотрите, вот сегодня идет конференция уникальная, виртуальная, хотя мы обговаривали, что я имею возможность и приеду к вам очно, и думала, что так и случится, но мы имеем возможность встретиться. Поэтому с одной стороны, надеюсь, что все изменится, и мы сможем приехать на уникальную конференцию и прийти на EdCrunch, которая будет в конце сентября, в начале октября, если ничего с датами не поменяется. И это уникальный опыт, на который надо обязательно смотреть. Но она будет и дистанционной, поэтому, найдя конференцию, увидев даты, можно туда регистрироваться и ходить по ней, выбирая для себя новые возможности. И организатором такого вот виртуального путешествия может тоже быть виртуальный методический кабинет. Почему? Потому что когда зайдет на эту конференцию учитель или преподаватель, он может потеряться. Так же, как было с ММСО, потому что это действительно много, но сложно. А вот, например, в виртуальном методическом кабинете методисты, они могут сделать выборку.
и порекомендовать одним учителям одно, другим другое, и тогда увеличивается шанс вот такой уникальной конференции. Я не могу не сказать про конференцию 10-ю, которую я буду проводить в октябре, уже известны даты с 12 по 17 октября. Она будет чисто виртуальна, и она все 10 лет, кроме первого 9 лет, проводится в дистанционном формате, бесплатные, приходите. Я думаю, что там тоже будет много интересного. То есть вот такое направление, оно тоже может аккумулироваться в виртуальном методическом кабинете для того, чтобы позволить каждому из нас получать удовлетворение от этого. Вот марафон, кстати говоря, и вот здесь вот есть ссылочка, она работающая, вы можете сюда зайти и посмотреть, что там было. Есть очень интересная серия онлайн-семинаров под руководством Паняковой Светланы Валерьевны. И вот у нас будет такой семинар через неделю. Туда можно приходить, можно стать участником, можно смотреть. Это профессиональные мероприятия для учителя, который живет в профессиональной среде. И виртуальный методический кабинет может аккумулировать такую информацию, собирать и не просто отправлять информацию, а отправлять ее выборочно, помочь учителю в этом дистанционном мире сориентироваться. Есть еще одна новая возможность. Например, я знаю, что многие сегодня пользуются разными социальными сетями. Кто-то пользуется, допустим, ВКонтакте, кто-то использует Facebook, кто-то, там, я не знаю, ну, Одноклассники – это обычно уже история школьная. То есть мы используем разные социальные сети. Ну, вот, например, смотрите, я сделала такой у себя скриншотик. Это те сообщества, в которые я хожу с удовольствием и изучаю материалы, и иногда туда пишу. То есть мы можем найти в социальных сетях сегодня много информации, которая была бы нам профессионально полезна. А отслеживать, мониторить и направлять, показывать, куда можно пойти, тоже может сделать это сегодня виртуальный методический кабинет. Ну, вот этот 18-й слайд я вам уже показывала вчера, но я хотела, знаете, на чем остановиться? Я веду магистратуру заочную про электронные образовательные технологии. И поэтому, имея такой шанс и рассказывая вам о возможностях сегодня, о своих магистрантах, хочу вас пригласить, если кто-то желает, приходите учиться, это интересно. И вместе вообще всегда интересно, и вы будете звездами своего региона и поможете реализовать действительно качественное обучение. И я знаю, что у вас уже есть такие наработки, сегодня очень много учителей в этот мир погрузились, но вот можно сделать еще больше. На одной из конференций выступал замдиректора интересной школы из Воркуты и показал виртуальный кабинет, который они сделали, цифровая образовательная среда. И я с его разрешения вот даю вам такую ссылочку. Это очень интересный ресурс получился, он в разработке. Еще не все там. Я когда говорила и смотрела, когда они меня просили проэкспертировать, сказала, что я бы еще здесь добавила 2 вкладочки про дистанционное наставничество, потому что надо друг другу обязательно помогать. И это бы только украсило этот портал. Но заходите, он открыт, и им можно пользоваться. Плюс к этому я бы вам посоветовала виртуальный кабинет, методический кабинет, сделать ссылочку на... Да, это проект школы лидера. Ну вот видите, Марина Анатольевна, а я и не знала, что это ваш проект, но я просто на одной из конференций увидела, посмотрела, и мне очень понравилось. И это замечательно, вы можете им еще раз передать, что они просто молодцы, они воплотили те идеи, которые... Главное теперь, чтобы это было содержанием наполнено. Я просто очень рада, что это вот ваша опорная школа. Чудо, молодцы. Я завела такую страничку на Яндекс.Дзен по основам цифрового обучения. Это и определение, и цели, как перейти. И вот можете зарегистрироваться на Яндекс.Дзен, заходить и читать. Надеюсь, что это будет интересно. Ну и хочу еще сказать о 2 пособиях, которые на сегодняшний день есть. Вот методика дистанционного обучения. Это с моими коллегами
Хорошо, они с мы написали ее с моими коллегами, и она хоть и нуждается уже в обновлении, но в то же время она очень актуальна. Сегодня она открыта в Юрайте бесплатно. Регистрируйтесь, для учителей и преподавателей открыто, и можно пользоваться для разработки курсов. Ну и новая монография, которая вышла в феврале, и мы еще ничего не успели с ней сделать. Это цифровое обучение в контексте современного образования. Мы ее сделали с заведующей кафедрой Мариной Львовной Субачевой. Ну вот это таким образом я представляю себе виртуальный методический кабинет, который может каждому из нас оказать неоценимую помощь. Я еще, знаете, о чем забыла сказать? Сегодня учителя стали очень много писать статей, публикаций, пособий. Вот мне думается, что в дидактической мастерской тоже должно быть место для научения такой уникальной работе. Потому что когда ты находишься в жюри конкурса и учителя знаешь, и понимаешь, как он замечательно работает, и видишь, как он не может представить свой труд, то становится, так мягко скажем, обидно. Поэтому мне думается, что вот такой мастерской, такой класс тоже должен быть обязательно, такой компонент виртуального методического кабинета, который бы мог совершенствовать сам процесс. Ну вот у меня все. Если есть вопросы, я готова ответить. Если долго, извините, но мне сказали, что можно. Я поэтому так и время... Марина Ефимовна, да, спасибо большое, очень содержательное, очень емкое получилось ваше выступление. Действительно, много платформ, много форм вы нам сегодня рассказали, взаимодействия, выстраивание модели взаимодействия между педагогами и каким образом показали, каким образом можно выходить из дефицитов. И действительно очень хочется надеяться, что наши коллеги будут применять данную модель. Спасибо вам еще раз за выступление. К сожалению, у нас жесткая регламентация по времени, поэтому все вопросы, которые возникнут у наших коллег с республики, они будут формулировать их на портале. Хорошо, договорились. Международного методического семинара. Мы их вам переадресуем. И буквально за оставшиеся минуты... Спасибо большое, спасибо. Мы рады сотрудничеству и до скорых встреч в эфире, и будем рады вашему приезду в Республику Коми. Коллеги, буквально осталось у нас тут считанные секундочки, поэтому я позволю себе напомнить лишь, что фактически многие те идеи, которые озвучила Марина Ефимовна по взаимодействию педагогического коллектива и по выстраиванию индивидуальных траекторий сопровождения педагогов и коллективов образовательных организаций уже сегодня осуществляется на уровне Республики Коми при помощи платформы «Мобильный методист». Сейчас у вас на рабочих столах представлена вкладочка проекта «Мобильный методист», размещенного на сайте Института развития образования. Вы видите, что здесь представлены и нормативно-правовая база во вкладочке «Документы», и представлен календарь событий, есть методические материалы, и, коллеги, участники проекта «Эффективная школа», милости просим знакомиться с этими материалами. Если будут вопросы, оставляйте, будем рады ответить на них. Вы увидите также здесь команды, которые сопровождают образовательные организации. Вы видите, что они представлены по муниципалитетам. Предлагаю вам зайти и ознакомиться с их опытом. Ну и на все возникающие вопросы мы будем рады ответить. Итак, таким вот образом закончила работу наша с вами информационная сессия. Приглашаю на следующие мероприятия. Хорошего дня!